в разрезе этнической панорамы Северного Кавказа. Первичное этнокультурное многообразие северокавказского региона, которое предшествовало установлению военно-политического контроля со стороны российского государства, в значительной степени определялось комплексом природных факторов. Внешние и внутренние факторы в значительной степени способствовали чрезвычайной изоляции кавказских племен и их дроблению, включая и родственных в языковом отношении, обусловив феномен множественности и довольно устойчивой консервации культурных архетипов, что стало одной из наиболее характерных и уникальных особенностей этого региона. Научных данных о том, каким образом протекали этнические процессы на Северном Кавказе, практически нет из-за скудости письменных источников. По мнению некоторых исследователей, на территориях, являющихся естественными изолятами, этнические процессы часто происходят замкнуто. Возможно, по этой причине самые замедленные темпы этнического развития имели место среди горных дагестанских и адыгских племен, наиболее изолированных от внешнего мира. Северному Кавказу было в полной мере присуще то, что современные исследователи называют локализмом. Под ним имеется в виду самодостаточность, замкнутость, в том числе и территориальная, всех звеньев вертикального общества. Каждая из них имела достаточно ограниченные контакты как с соседними, так и с выше и ниже стоящими звеньями. Помимо биосоциальных и природно-географических доминантов в развитии этнических процессов с определенного момента существенную роль стал играть фактор политического воздействия со стороны имперских властей. В результате окончательного присоединения Северного Кавказа к России в регионе происходили поистине тектонические сдвиги. Развивавшиеся внутри разноплеменного населения этнические процессы носили двойственный характер. С одной стороны, работали консолидационные, интеграционные факторы, с другой включались этнодифференцирующие механизмы. Проявлением сложных и многослойных этнических процессов на Кавказе становилось выделение первичное самоопределение этнических групп. К примеру, в XVIII веке из основной массы адыгов начали выделяться кабардинцы. Или происходило объединение мелких племен в более крупные. Скажем, в середине XIX века карабулаки, их еще называли орстхойцы, слились с родственными вайнахскими племенами и в дальнейшем уже не дифференцировались как отдельная группа. В 1818 году в рапорте Александру I от 14 мая Ермолов сообщал о нескольких локальных группах населения, проживающих вдоль Кавказской линии: чеченцах, аксаевцах, эндереевцах или андреевцах, костюковцах. Спустя полвека все они уже идентифицировались под единым этнонимом чеченцы. На протяжении большей части XIX века этноним ингуш являлся лишь одним из обозначений родственных обществ, выступавших иногда под названием Ингушетия или Киштетия, Кистиния, либо Галгаевская, Галашевская и другие общества. Тем не менее, даже столь мощный мобилизующий фактор, как Кавказская война, не смог преодолеть дробности, скажем, чеченского населения, тейпы и тухумы. В Дагестане вплоть до XIX века приоритетной формой самоидентификации все-таки оставалась принадлежность к джамаату. Накануне внедрения России на Кавказ и в Закавказье лезгины входили в состав феодальных образований – Кубинское, Дербентское и другие ханства, а также составляли основное население объединений независимых сельских общин, так называемых вольных обществ, сохранявших относительную независимость от соседних феодальных владений. В 1806 году Кубинское и Дербентское ханство были присоединены к империи вместе с населявшими их лезгинами. В 12 году в составе России оказался и Рутульский Магал. В течение первой половины столетия в империю влились табасаранские, джайр-белоканские вольные общества, населенные цахурами. Этноним лезгин, производный, как вы знаете, от леков, лезгов, легзов в Средневековье, поначалу имел расширительное толкование. В российских документах XIX века лезгинами называли всех жителей Нагорного Дагестана. Многие из них и сами охотно отождествляли себя с этим этнонимом. Исследователь приводит пример одного из дедойских обществ, население которого в ходе Кавказской войны стало именовать себя не цунтами, а лезгинами. Часто в исторических источниках лезгиноязычное население юго-восточного Дагестана и северного Азербайджана фигурировало не только под
под именем Лезгин, но и под локальными названиями кюринцы, самурцы, кубинцы и так далее, отражавшими топонимическую либо политико-административную принадлежность. Иногда под лезгинами имелись в виду горные жители Южного Дагестана, в отличие от жителей Северного Дагестана, которых русские источники часто именовали тавлинцами, от тавли, что означает горе. Автор записок о Кавказской войне Михаил Ольшевский, может быть, более детально как-то дифференцировал, потому что он делал различия между лезгинами с одной стороны и даргинцами, акушинцами с другой. Лезгин, утверждал он, крепок физически, силен духом и высоко ценит свободу и независимость, умея стойко защитить себя. Особо высоко Ольшевский оценивал лезгинскую милицию, о которой он писал. Она с честью исполняла свой долг, и мы с большей уверенностью могли полагаться на лезгин, нежели на шамхайцев, кумыков и даже чеченцев. Кавказ с его неимоверной пестротой требовал серьезного подхода к проблеме категоризации населения, потребность которой становилась все более и более насущной для учета, подсчета и, что самое главное, для подбора оптимальных форм управления. Верховная власть была заинтересована в упрощении, в максимальном упрощении этнической картины на Кавказе. Ей, безусловно, мешало отсутствие четких критериев для установления границ между этническими группами. К тому же, как известно, такого мнения придерживается Бенедикт Андерсон, чиновникам колониального типа была присуща нетерпимость к множественным, политически трансвеститным, неясным и изменчивым идентификациям. Как известно, различные протоэтнические группы, этнические конгломераты обладают совершенно неравнозначным консолидационным потенциалом. Некоторые исследователи считают, что в отношении Кавказского региона можно говорить о значительно меньшей консолидационной обильности у народов Дагестана, нежели у народов Западного Кавказа. С этим можно согласиться лишь при условии, если речь идет о формировании больших групп близко родственных этнических сообществ. При всем стремлении имперских властей к максимальному упрощению этнической палитры Кавказа им так и не удалось свести многоязычное население Дагестана к нескольким этническим категориям. Характерным для этого региона явлением было то, что многие так называемые одноаульные этносы, выступавшие субъектами этнокультурного сближения, по ряду параметров оказались вполне полноценными и высоко консолидированными этническими общностями, подвергшимися своеобразной консервации.